Привет, друзья! Сижу, пью чай. И вот посмотрите, какой рассвет у меня с кухни. Всегда наблюдаю, когда хорошая погода. И у меня вот как раз окно на кухне на восточной стороне. И вот только и рассвет. Морозное утро сегодня. Очень морозное, я думаю, градусов, наверное, 15 есть. Не знаю, там. Еще мечтаю выйти на лед. И сегодня попытаюсь съездить хотя бы посмотреть смогу или нет я выехать туда уже. Ну, надо, где-то будет килограмм 200 нас, может даже побольше, там коляска, если рассчитывать по максимуму там 150, и я где-то 80-90, ну это уже получается где-то 240 килограмм, не знаю, выдержит лед-то или нет. Боюсь выйти, сейчас на лед. Вот такое чистое прекрасное утро. А я пью чай утренний. Всем челом, друзья! Сегодня отличный день, морозный день. И я решил опять прогуляться до озера, посмотреть, как там лед. Как там лед? Ну, вчера где-то было сантиметра, мужики рассказывали, что сантиметра 2. Сегодня, наверное, чуть-чуть уже потолще, но все так и не решусь. Но все равно. Такой прекрасный день, жаль упускать такой момент. Я поехал, короче, на прогулку. И ты летели. А ты летите, а вас? Ну что, ребята, доехали мы до озера. Все затянуто, как бы лед. Все, лед стал. Лед сантиметров, сказали, где-то сантиметров 4-5. Но не решусь, наверное, выйти туда. Сейчас дядя Миша померяет, сколько примерно сантиметров, и все равно, наверное, сегодня не буду уже сюда лезть. Утонешь, и гдрини фени, блин, еще капут будет. Подожду еще пару дней. Если такая морозная погода будет, выйду. Вот. Сейчас дядя Миша нам поверяет сколько. Сколько сантиметров лед? Сантиметров 4, да? Да. 5. Сантиметров 4-5. Очень, ну, для коляски еще тонкий. «150 килограмм коляска, плюс я 90, плюс кто-то там еще рядом будет. 300 килограмм надо уезжать. Вот так. Дядя Миша, сколько поймал рыбы? Даже поклевка. Говорит, ничего не поймал, даже поклевки не было. Вот такое утро сегодня классное. А? С 8 часов утра рыбачил человек. Даже ни одного этого. Дайте снимать. Хоть это, видите.
Слушай, не помню. Рыболовный ящик на санях. А из чего материал ложит? Каменьки. Алюминий, да? Абу, пластик. А, пластик? Люди вон рыбачат, там далеко кто-то сидит. Ну, лед еще тонкий, и я, ребята, не осмелюсь сюда выйти, конечно. Утонешь, как я и говорил. Будет трагедия. Вот. Снег у нас растаял. Неделю, наверное, были такие сильные дожди. Снег, что выпадал, растаял. А потом сейчас уже как бы третий день, вот сегодня ночью такой заморозок, мощный прям. И все это дело замерзло. И грязь замерзла, и озеро замерзло. Я не знаю, сегодня еще, может, съедем к речке, посмотрим, там речку опять. Вот. Вон какие ягоды шиповника остались. Птички не склевали. Ну ладно, такой хороший день. Просто прогуляться, это очень хорошо. Призываю всех выходить на улицу и прогуливаться. Кто там еще сидит дома? Одевайтесь и выходите и прогуливайтесь, давайте. Ладно, я поехал дальше. Вот, добрались мы до речки. Здесь тоже самая картинка. Идет шуга очень, ну почти, как сказать, почти полностью по реке идет лед. Начинается ледостав, там на поворотах уже, наверное, он стал, потихоньку это все встает. Очень красиво все это дело. Вот. Кому-то может показаться, что вот такой мороз, там на прогулку, да ну его, лучше дома посидеть. Нет, ребят. Это я раньше так думал тоже. А сейчас уже совсем другое мышление. Сейчас охота вот такой, особенно такие дни вообще дома не хочется, вообще сидеть не хочется. Хочется просто одеться и побыстрее, как говорится, умотаться с дому там на прогулку. Если есть какие-то дела, вот если повезет, конечно, это бабушка надвое, конечно, сказала. Если вот, например, завтра будет снег, и снега выпадет очень много, все, уже ни на лед не выбраться. А вот если вот так продержится там, хотя бы дней 5 еще. Все, лед будет там сантиметров 15, я только так буду там и ездить, и рыбачить, и все, что угодно делать. Вот так. Я здесь еще немножко побуду, посижу. Жаль, чай не взял в термосе, конечно. Можно было попить здесь, на берегу речки. Вот. Ребята, возвращаемся домой. Помните, у меня там прошлая поездка до речки была. Каким сугробом там я уже буксовал. А посмотрите, что стало с дорогой сейчас. Вон что. Земля и грязь, замерзшая грязь. Вот так. Снега как не бывало. А уже достаточное количество было ведь снега. Вот. Мы, как обычно, прогуливаемся вдвоем. Там.
Я думал, что сегодня это самое, все равно маловероятно было, что я выеду на лед, конечно, но как бы надеялся все равно. Думаю, такой заморозок был все равно. Я думаю, может хотя бы до сантиметров 10 этот лед стал. Нет, вот, сказали, что 4, ну максимум 5 местами сантиметров. Это для меня мало. Уже рисковать не буду. Да зачем рисковать? Будет сантиметров 10 и без снега, если. Вот тогда и выеду. А теперь вот такие лужи. Все замерзло. Интересно, если по луже поехать, что будет? Нет, не поеду уже. Потихоньку мы поедем нормальной дорогой. Ух, я сегодня одел рукавицы ватные. Рукам тепло вообще. Ну, красота, короче. Ой. Вот я погуляю, вот в субботу, воскресенье погуляю, завтра тоже попытаюсь, ну, постараюсь уйти, погуляю. И для меня это как бы на целую неделю заряд такой положительных эмоций. Вот. О, успеем еще дома посидеть. Так что, кто там сидит, выходите, как я уже говорил, и гуляйте на свежем воздухе. Одевайтесь, чтобы не замерзли. Попросите кого-нибудь, чтобы помогли, и все, вперед. Отличный день вообще, ребята. И уже подъезжаю к дому. Уже подъезжаю к дому. Все нормально, ни капельки не замерз, нигде не простыл. Вообще нормально. Он у меня Шарик на свободе гуляет. Шарик. 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 Шарик не хочет с нами знакомиться. Закончил, ребята, я свою прогулку сегодня. Прогулялись до озера, посмотрели лед. Лед очень тонкий еще, и мне посоветовали еще не выезжать. Все-таки коляска тяжелая, и чтобы трагедии не случилось, постараюсь еще потерпеть пару дней хотя бы. А так, в общем, отлично все прогулялся. День такой солнечный, морозец, градусов 10. Утром вообще 15 было, а сейчас градусов 10, наверное. Снега вообще нету. Вы вот посмотрите, что случилось с снегом. Снега нету. Такие сугробы уже были. Все растаяло и замерзло. Сейчас опять заморозки такие мощные. Вот так. Все, заканчиваю. Всем удачи, ребята. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи, ребята. Всем пока. Спасибо.